43-й год. В их компании был замечен и мужчина, который приволакивал ногу при ходьбе. Сотрудник зашел во двор и увидел подозрительную троицу. Голованов насторожился. Молодые люди, а почему не на фронте? «Граждане, предъявите документы!» Парни стушевались. Голованов подошел ближе, и в этот момент раздался выстрел. Шайка кинулась в рассыпную. «19 сентября. Перово. В тот воскресный день на территорию продуктового склада проникли 4. Осмотрелись и отправились к сторожке. Собирались оглушить или убить охранника. Были уверены, все пройдет как по маслу. Преступники не догадывались, их ждет горячая встреча. Внезапно из укрытия выскочили сотрудники МУРа и открыли огонь. Преступники бросились в разные стороны, но одного зацепила пуля. Как же хотелось выстрелить в эту сытую рожу. В замочной скважине заскрежетало. Алексей приготовился защищаться, но у вошедших были пистолеты. Новиков догадался. Это воры. Грабят жилища эвакуированных. Хромоногий главарь скомандовал: «Не стрелять!» Тот сообразил. Перед ним дезертир. Поспешил успокоить: «Со мной не пропадешь». И парень, уставший выживать в одиночку, примкнул к банде. Подобные случаи, увы, были не единичны в годы войны. Недаром это нашло отражение в известном. Потом Нога с дружками отправили его на дело – грабить склад продовольствия. Но шайка неожиданно наткнулась на засаду, устроенную муровцами. И Новиков, получив ранение, оказался в руках сыщиков. В реальности воровские малины нередко представляли собой замызганные квартиры непотребного вида, куда хозяева-алкоголики за бутылку пускали кого угодно. В тот день арестованного Лягушкина вывели на следственные действия. Ведь в соседнем с кинотеатром здании находилась та самая «Малина». Лягушкин что-то активно показывал, но вдруг грянул выстрел, и он упал на землю. Какой-то человек кинулся во дворы и был таков. Городок инженерно-технических работников в столичном Перово. Полдень. Раиса Яровая шла на обед, когда увидела 3 парней. Присмотрелась и обомлела. Бой 57-го отделения милиции Павлов как раз совершал обход, когда к нему торопливо подошла женщина. Он сразу понял, в чем дело, и устремился вслед за молодыми людьми. Те кинулись в ближайший подъезд. Участковый решительно вбежал внутрь, и тут грохнул выстрел. Наповал. Заметив суету и услышав выстрел, на помощь подоспел проходивший мимо политрук Звонилин. У офицера было табельное оружие, и он без колебаний пустил его в ход. Упала сбитая пулей кепка. Неизвестный обернулся, но выстрелить не успел. На этот раз Звонилин не промахнулся. Остальным преступникам удалось убежать. Слез злосчастное пальто, которое опознала Раиса Яровая. Больше никого? Адам и Черный не ждали ареста. Но все же Фадеев успел выхватить оружие. Но выстрелить преступник не решился. Обоих последних участников банды задержали.